градом разве стреляют? А у нас что было? Даже против танка у нас ничего не было. Это не была война. Какая же это война? Как прийти в село к людям, где у них их оружие это лопата и тяпка, как говорится, да? Это было, на самом деле, как они назвали, чистое поле. То есть вот так все смести, чтобы ничего не осталось, чтобы вообще людей не было этой нации. Смести все, не пожалеть ни женщин, ни детей, ни стариков. Одним словом, уничтожить осетинский народ за считанные часы. Такой бесчеловечный приказ дал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили грузинским войскам, которые в ночь на 8 августа начали операцию с говорящим названием «Чистое поле». На мирный Схинвал обрушились первые артиллерийские залпы из установок «Град». 8 августа 2008 года в мире стало на одну кровавую дату больше. В то время как в Схинвале горели мирные жители, в Пекине зажигали олимпийский огонь. Ведь в этот же день в столице Китая открылись Олимпийские игры. В прежние века на время проведения Олимпиады останавливались все войны, но президента Грузии такой мировой порядок не устраивал. Однако 7 августа грузинский лидер все же пообещал прекратить огонь. Но разве этим обещаниям можно было верить? Я сейчас согласен на любые переговоры и так далее, и так далее. Короче говоря, расслабились люди. Я решила спокойно поспать. Где-то в 12 часов, как началась стрельба. Это было что-то. Ежегодно 8 августа в Южной Осетии и Абхазии вспоминают жертв той пятидневной войны. В Абхазии в день 15-й годовщины грузинской военной агрессии в Южной Осетии у Абхазского драматического театра имени Самсона Тянба состоялась акция «Свеча памяти», организованная Министерством культуры и Государственным комитетом по делам молодежи и спорту. Традиционно памятные мероприятия проходят в посольстве Южной Осетии в Абхазии. В этом году в них приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Женсух Нанба, премьер-министр Александр Анкваб, секретарь Совбеза Сергей Шамба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители Минобороны, общественные и политические деятели. 15 лет прошло с начала тех трагических событий, которые коснулись всего народа Южной Осетии. Несмотря на то, что в тот период шел переговорный процесс, власти Грузии приняли решение военным путем, по сути, осуществив третий геноцид, захватить республику Южная Осетия. Благодаря храбрости, отваге, стойкости народа Южной Осетии, а также решительным действиям и слаженным действием руководства Российской Федерации, Грузия была принуждена к миру. Мы все прекрасно знаем, что после реализации своих намеченных в Южной Осетии такого рода сценарий готовился и для Абхазии. Мы сегодня вместе с народом Южной Осетии разделяем боль и скорбь. Мы в том числе ощутили на себе все тяготы войны и трагедии, которые сопряжены с войной. Пользуясь случаем, я бы хотел тоже выразить благодарность руководству Российской Федерации, которая в эти дни, в августовские дни, приняла судьбоносные решения для народов Южной Осетии и Абхазии. Сегодня сама Российская Федерация столкнулась с новыми угрозами. Я уверен, что мир на условиях России будет достигнут. Хотим еще раз выразить слова полной поддержки руководству России и народу России. Геноцид, пережитый народом Южной Осетии от рук грузинских националистов, не может быть ничем оправдан. Наш святой долг – почтить память тех, кто отдал свои жизни за мирное небо и независимость народа Южной Осетии. Еще раз хотел бы выразить благодарность руководству и народу Российской Федерации и Республики Абхазия за помощь и поддержку, которая была оказана в 2008 году и которая продолжает оказываться сегодня. От имени руководства Республики Южной Осетии еще раз хочу поблагодарить всех присутствующих за участие, поддержку и солидарность, проявленную вами, народу Южной Осетии, в эти скорбные памятные дни. 8 августа 2008 года
Очень памятная дата для всех, для нас, не только потому, что она выглядит как 08-08-08, но и как точка отсчета новой вехи в развитии международных отношений, когда окончательно стало понятно, что с новыми нацистами нельзя бороться только словом. Новый нацизм нужно искоренять силой оружия, что было сделано в Южной Осетии и что удалось не допустить тогда в Абхазии. Сейчас и абхазские, и юго-осетинские, и российские военнослужащие делают на Украине. Символично в этом смысле, что именно сейчас наши военнослужащие добивают остатки тех грузинских формирований, которые когда-то напали на мирный Цхинвал и пытались уничтожить осетинский народ. Мы не допустили этого тогда, мы не допустим сейчас этого на Украине. Наши самые глубокие соболезнования тем гражданам Южной Осетии, кто потеряли своих близких, своих родных, своих друзей. Залог наших побед – это союзнические отношения с Южной Осетией и союзнические отношения с Абхазией. До начала военных событий в Южной Осетии Грузия планировала проведение военной операции и в Абхазии. В мае 2008 года над территорией нашей страны участились полеты беспилотных летательных аппаратов. Абхазская сторона неоднократно информировала о нарушениях миссию Организации Объединенных Наций и военных наблюдателей. Депутат парламента Леонид Лакербаев вспоминает о встрече абхазской и грузинской сторон в Стокгольме весной 2008 года. Грузия готова начать войну, мы ее еле-еле сдерживаем. Значит, если вы рассчитываете на то, что вам помогут какие-то силы, добровольцы, тем более официальная Россия, зря этот расчет, ничего этого не будет. У вас есть шанс, что называется, зацепиться за грузинские предложения и идти навстречу. Вот такой вот был фон перед этим. Затем произошли те события, которые имели место. Я хочу напомнить, что после этих событий значит, президенты Южной Осетии и Эдуард Кокойты, и наш Сергей Васильевич Багапш были приглашены в Москву, где была предложена такая форма выстраивания конфедерации с Грузией, на что руководители обеих республик ответили категорическим отказом. Потом, как вы знаете, была формула Медведев-Саркози и так далее. Были огромные жертвы в Цхинвале. Я еще один случай не могу не отметить, когда началась эта операция. Значит, одного из тех людей, который является посредником между Абхазией и Грузией, уведомили, что ему надо находиться в Тбилиси, и через 2 часа ему будет представлен важный документ, который он должен будет предоставить руководству Абхазии. То есть фактически расчет шел на то, что через 2 часа мы с Осетией завершим, ну а потом в определенной форме будет предъявлен ультиматум Республики Абхазия. Тогда главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Сергей Багапш принял ряд мудрых решений и сделал все, чтобы защитить свой народ. За несколько часов до начала войны в Южной Осетии Сергей Васильевич провел заседание военного совета. Были поставлены конкретные задачи Министерству обороны Абхазии. Обстановка крайне опасная, которая чревата серьезными последствиями. Они уже начались. И то, что происходит сегодня в Южной Осетии, это то, о чем мы предупреждали и мировое сообщество, и наших друзей, что это может быть. Я просто хочу напомнить, насколько ему было тяжело. Внешне, мне кажется, ему было легче противостоять тому нажиму, когда внутри он очень тяжело переживал. Потому что, если вы поднимете материал, обвинения шли чуть ли не в трусости, в измене и так далее, и так далее. Этот человек, поставив во главу угла интересы народа, просто человек, знавший, что такое тысячи и тысячи погибших, и для него тысячи новых погибших, на которых кое-кто настаивал, были недопустимыми. Я считаю, что он принял мудрое решение, и история это подтвердила. История подтвердила, что решение было абсолютно правильным, потому что те бомбардировки, которые имели место в Кадорском ущелье при его освобождении, мы реально не могли бы их осуществить. Там такие выстроены были фортификационные сооружения, что это обрекало бы на наш народ и наших бойцов на верную смерть. И Сергей Васильевич, вот его не то что прозорливость, да, вот его умение
все-таки ставить высшей целью жизнь каждого гражданина Абхазии, она в данном случае победила. Я считаю, это его огромная заслуга. И я считаю, что очень показательно и очень важно, что если победа была одержана при президенте Арзенба, то признание было получено при президенте Багапше. Это то, что никто уже у него не отнимет. На тот момент верхняя часть Кадорского ущелья оставалась единственной территорией Абхазии под контролем Грузии. В результате грамотно спланированной военной операции абхазских и российских войск в августе 2008 года Кадор был освобожден. В итоге план захватить Южную Осетию и Абхазию за несколько часов провалился. Более того, следом руководство России приняло решение о признании суверенитетов двух республик. Кощунственно то, что грузинская сторона утверждает, что напали на Грузию и даже проводит 8 августа траурные акции. Но в сети не кадры сожженного Тбилиси, а сожженного Цхинвала и зверски убитых осетин. Остается лишь надеяться, что международное сообщество даст правильную оценку произошедшему в Южной Осетии в августе 2008 года. Михаил Саакашвили пришел к власти в 2003 году с розами в обеих руках. Он мечтал стать президентом страны, которая уничтожит два народа и заберет их земли, станет членом НАТО и войдет в Евросоюз. Ни одна его мечта не сбылась. Абхазы и осетины не сдались, в НАТО и Евросоюз не взяли. А последние годы он мучительно проводит за решеткой. Человек, которого должен судить международный трибунал, он должен сесть там же вместе с государственными преступниками за то, что он уже натворил в Южной Осетии. Гугуца Вардания, Заур Квартия, Абхазское телевидение.